Новая глава игр «Дети Азии» официально завершена. Прошедшие в Владивостоке соревнования собрали более 1300 участников. На 10 дней главными героями праздника спорта стали они – дети из 13 стран и десятка регионов России. Дети, которые играют в игры. Десятиклассник Владислав Адасько в прошлом году выполнил норматив мастера спорта по плаванию. На играх «Дети Азии» он принес в копилку сборной Якутии первую медаль. Юноша финишировал третьим на дистанции в 200 метров на спине. Как признался сам спортсмен, к играм он начал готовиться с начала 2022 года и изначально был нацелен взойти на пьедестал почета. Для меня честь, огромная честь стать первым медалистом в своей республике. Для своей команды я принес целую медаль. Я знал, что медаль будет моя, но на табло посмотрев, там были только 3 результата, но какая именно, я не знал. Было обидно, конечно, узнать, что я третий, но будем работать. Всего в плавании от Якутии были заявлены 9 сильнейших спортсменов с Якутска и Мирного, но никому из них, кроме Адасько, не удалось попасть в тройку призеров. Спортсмены нашей сборной заняли 5, 16 и 17 места. Кандидат в мастера спорта Аксинья Панова и ее тренер Петр Нечаев долго и упорно готовились к забегу на 100 метров с барьерами. Детям Азии предшествовали несколько крупных соревнований и побед, в том числе и первенство Дальнего Востока и спартакиада школьников. Подготовка принесла ожидаемые результаты. Аксинья завоевала первую для Якутии награду высшего достоинства. Прошло все очень отлично, организация очень хорошая, мне все очень понравилось. Я очень довольна своим результатом. Очень готовилась, до сих пор еще не поняла, что я выиграла. А так все, очень рада, что поучаствовала на этих соревнованиях. В целом, легкая атлетика стала для сборной Якутии самой результативной дисциплиной. В общей сложности якутяне завоевали 13 медалей разного достоинства, в том числе по традиционным якутским прыжкам кылы, эстенга и куабах, при этом побивая рекорды игр прошлых лет. Так, легкоатлет из Нерюнгри Артем Балан принес республике серебро, Валентин Васильев 2 бронзы, а Даниил Володин несколько серебряных медалей и 1 золото. В принципе, пробежал я хорошо, но плохой результат. Почему плохое серебро? Ну, это да, но время плохое. 1:03. У меня такое же было время в мае. Я пытался улучшить. Слишком поздно начал увеличивать скорость. Если приходили в городе Нерюнгри, в стадион Горняк, проходили они по 1,5–2 часа, и они были усердные. Традиционно сборная Якутии была представлена и в единоборствах – боксе, борьбе куреш, масс-рестлинге и хапсагае. Из наших боксеров отличилась Александра Слепцова из Мегино-Кангаласского района. В финале она одержала яркую победу над представительницей сильной школы бокса из Узбекистана. Якутянка на всем протяжении поединка встречала атакующую соперницу встречными ударами, зарабатывая нужные очки и, как результат, единственное золото в боксе у сборной Якутии. Боксер красного угла Александра Слепцова, Россия, Республика Саха-Якутия. Затем на ковер вышли хапсагаисты, которые в общем зачете принесли республике сразу 5 медалей. В весовых категориях до 45, 50, 55, 62 и 70 килограмм. Как заявил главный тренер сборной, ребята выполнили все поставленные перед ними задачи, с достоинством защитив честь Якутии. Соревнования прошли очень хорошем организационном уровне. Мы планировали изначально 4-5 медалей золотых.
так как наши соперники хорошие, вот, в основном наши конкуренты тувинцы были, в прошлых играх тувинцы завоевали 5 медалей золотых. Вот, и поэтому мы сейчас, наш национальный якутский вид спорта, вот, хотели вот доказать, что это именно наш вид спорта. И мы это доказали, и завоевав 5 золотых медалей и 1 бронзу. Успех ожидаемо ждал и масс-рестлеров. По результатам бескомпромиссных схваток 2 соревновательных дней в копилке сборной 3 золота и серебро. Республика была также представлена во всех весовых категориях. Ребята отмечают, что отбор в сборную был крайне сложным. А из ближайших планов у них стать чемпионами мира по масс-рестлингу. 6 лет занимаюсь масс-рестлингом. Дети Азии около года. Финал был тяжелый и упорно тренироваться надо для таких соревнований. У них опыта тоже не хватает. Новички. Мастерство якутской школы также показали и юные борцы. В схватках с сильнейшими противниками в борьбе «Кураж» якутянка Анастасия Попова из Покровска завоевала бронзу, а Эмилия Лаптева и Жанна Докторова стали обладательницами серебряных наград в вольной борьбе. Соперницы были сильные, физически и технически они сильные. С некоторыми я встречалась на дальневосточных соревнованиях, вот, с Оксаной, например. На ДФО она меня победила 6-0. Сейчас я взяла реванш, 10-0 взяла, победила на полуфинале. И вот девочка с Узбекистана, у нее хороший проход. Она проходит 2 ноги очень хорошо. И вот не смогла даже среагировать. Надо еще поработать чуть-чуть на эти проходы ноги, на защиту надо поработать. Не. Тяжелее всего юным якутским спортсменам пришлось в командных видах спорта. Якутская женская команда по баскетболу 3-3 проиграла свою первую игру, уступив баскетболисткам из Узбекистана со счетом 21-5. Представители Якутии среди юношей отыграли 2 матча с Киргизией и Приморским краем 1. Результаты игр также не принесли побед. Волейболисты также завершили свои матчи без единой медали, последнее слово оставалось за футболом. Подопечные Олега Марченко с первых групповых игр показали стремление к победе, обыгрывая сильнейшие сборные ДФО, Киргизии и Приморья. В финале футболисты встретились с командой Урала, уступив по итогам 2 таймов со счетом 8-4. Таким образом, у якутской сборной по мини-футболу досталось серебро, а один из игроков увез домой звание лучшего защитника игр «Дети Азии». В этом мне помогла моя команда. Мы все делали вместе. Без команды я бы не стал одним из результативнейших игроков этого матча. Футболом я увлекаюсь с детства, занимаюсь уже около 11 лет. Какие у тебя дальнейшие планы? Дальнейшие планы сначала пойти в высшую лигу, потом в суперлигу, потом, как получится, попасть в национальную сборную. Юные спортсмены из Якутии завершили эти соревнования с 37 медалями, принеся республике 6-е место в общем финальном зачете. Тем самым юноши и девушки в очередной раз показали мастерство якутской спортивной школы. В следующий раз им предстоит это сделать в 2024 году, когда игры вернутся на свою родину, в Якутск.